Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Зима ошибок не прощает, причем это касается не только коммунальной, допустим, сферы, но и здоровья человека. Сегодня гость у нас в студии врач высшей категории, кандидат медицинских наук, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Республики, руководитель ожогового центра Республиканской больницы номер 2, Центра экстренной медицинской помощи Светлана Семеновна. Светлана Владимировна, здравствуйте. Давайте для начала немножко про понятийный аппарат. Что можно вообще в целом, если с ожогами все понятно, что можно считать обморожением? Вот, допустим, шел на работу, покраснел нос, это уже обморожение? Нет, вы абсолютно верно задаете вопрос, потому что к холодовой травме относятся как и местные проявления, это, видимо, в виде как ознобления, да, вот вы говорите покраснение, это отморожение различной степени и глубины, так и общая травма, это общее охлаждение. И имеется 3 различные степени, да, по результатам измерения внутренней температуры тела. Ну, корректным больше считается измерение, скажем так, внутренней температуры в области сердца, это через пищеводные датчики, да. И если есть какое-то на несколько градусов снижения, то оттуда считается степень гипотермии. То есть, в первую очередь, можно сказать, что обморожением считается вот именно, так скажем, длительное пребывание на холоде. Отморожение получается... Не всегда я к тому, что как-то страдают конечности, а в целом Да. весь организм замерзает. Да, весь Ничего организм, себе. да. Светлана Владимировна, давайте про деятельность ожогового центра. Уникальный объект, единственный в своем роде на Дальнем Востоке. Как у вас организована работа? Ой, мы располагаемся в здании бывшего военного госпиталя. Действительно, мы единственный ожоговый центр, крупный на Дальнем Востоке. Мы организованы на 50 коек. И получается, на сегодняшний день мы контролируем всю термическую травму, куда входят и ожоги, так и отморожение, холодовая травма, на всей огромной территории Республики Саха-Якутия. А вот с химическими ожогами тоже работаете, насколько Да. я понимаю? Да. А как с ними организована работа? Потому что с огнем понятно, приложить какой-нибудь компресс, там, не знаю, какие-нибудь мази. Как с химическими ожогами бороться? Если химический ожог получил человек и поражены именно кожные покровы, то да, такая травма относится к нам. Химические ожоги считаются одними из самых коварных, потому что не всегда бывает с первых минут и часов понятна вообще глубина ожога. В этом плане очень опасна щелочь. Они содержатся сейчас в бытовых химических производных. Различных? Да, те, которые особенно чистят хозяйки духовку, да, или обрабатывают там жировщину. Трубы заливают. Да. И вот эти самые химические агенты, с них содержатся, они очень агрессивные. Они вызывают вначале поверхностную коагуляцию белка, и как бы есть немножко покраснение, побеление кожных покровов. И тут самое главное не терять бдительности, быстро смыть активно большим количеством воды и сразу приехать к нам в ожоговой центр. К сожалению, с первых минут, первых часов непонятна глубина. Люди думают, что ничего страшного, особенно когда маленький ребенок проливает на себя такую едкую жидкость. Потом вдруг через сутки обнаруживают толстый некроз, толстую корочку, и там видно прямо, что она заелась и коагулировала подлежащие ткани, и в этом случае, конечно же, сразу теряют. Поэтому это очень опасно. Это, я так понимаю, что и касается тех, кто любит убираться без резиновых перчаток, всякими там азелитами, доместосами и прочими. Тоже можно легкую степень, но получить. Абсолютно верно. Если говорить о оборудовании, которое у вас размещено, и нововведениях этого года, что на вооружение имеется и какие новые аппараты, препараты, возможно, начали использовать? У нас действительно в этом году идет мощная замена того оборудования, которое у нас имелось, соответственно, табель оснащения и всем порядка оказания медицинской помощи. Новое, что у нас появилось, это буквально года 2 с нами вместе работает уникальный гидрохирургический нож, который позволяет нам, да, при помощи под высоким давлением подается вода, скальпель, и тем самым мы имеем возможность очень тонко и нежно убирать некротизированные отмершие участки, быстро делать абсолютно пересадки на огромных площадях раны. Что еще? Что еще? Ну, из самых таких значимых проектов, наверное, мы продолжаем не только свою практическую деятельность, но мы еще и работаем в научной сфере. Мы изучаем воздействие холода и как процесс заживления раны. Вот по нашему предложению, надеюсь, нам удастся в будущем году сделать научное исследование в плане
помощи работы с заживлением при холодовой травме генно полученных инженерных аминокислот. Мгм. Но я уверен, что все планы воплотятся в жизнь. Если говорить о том, как налаживается работа в районах нашей республики, все-таки центр в Якутске, он уникален и на Дальнем Востоке, и в республике. Насколько я понимаю, используете телемедицинские технологии. Вот в этой связи вопрос, как удается помочь пациентам с ожогами на, так скажем, на таком далеком расстоянии все это прооперировать? Да, действительно, мы одни из первых в своем профиле коммунистиологии начали принимать в своей работе принимать участие путем телемедицинской консультации, консультировать наших пациентов. Мы издали свой собственный алгоритм, при помощи которого любой медицинский работник, к которому обратился за помощью пострадавший от холодовой или термической травмы в тяжелой степени, да, он имеет возможность получить консультативную помощь в круглосуточном режиме. Тем самым мы выявляем тех пациентов, которые должны быть перевести к нам. У нас есть летающие доктора, и мы сами эвакуируем пациентов к себе и работаем в тесной связке с Республиканским центром медицины катастроф. Но это вот санавиация та самая. Да. Ну, там же вообще счет на минуты, на часы идет с пациентами, которые... Вы знаете, конечно, мы тут относимся, у нас есть определенное окно, когда есть возможность, во-первых, время дается на стабилизацию пациента, который находится в шоке. Оценивается и обеспеченность той медицинской организации, в которой поступил тяжелый пациент. Обеспеченность не только оборудованием, но и кадрами. И если, допустим, есть маленький ребенок с обширным ожогом, и есть возможность его все-таки эвакуировать, соответственно, незамедлительно собирается бригада из врача-коммустиолога, врача-реаниматолога, и осуществляется вылет. Светлана Владимировна, давайте о моем любимом, о статистике. Я понимаю, что у вас есть один самый, так скажем, горячий сезон в году, и, как ни странно, он зимний сезон. Как в этом году с цифрами обстоят дела? Сколько пациентов уже получили необходимую помощь? И в целом, как зимой возрастает число обратившихся, собственно, к специалистам ожогового центра? За год примерно через наш ожоговый центр проходит 800 пациентов. Это 500, грубо говоря, пациентов с ожогами, 200 с холодовой травмой и 100 человек с последствиями термической травмы в целом, это ожогов и отморожений. В этом году погода нас баловала, у нас стояла очень теплая осень, и практически до декабря месяца температура была значительно ниже. Конечно же, пациенты с холодовой травмой значительно меньше, чем по сравнению с прошлым годом, когда в это время уже температура становилась минус 50. Что касается пациентов с тяжелыми термическими и химическими ожогами, то они всегда на определенном одном и том же уровне остаются. И удельный вес у них из года в год одинаковый. Ну вот если говорить о холоде, все-таки о холодовых травмах, так скажем, о обморожениях, почему статистика-то у нас не меняется? Все-таки люди одеваются тепло, да, казалось бы, там ватники, шубы. Почему все равно обращаются, учитывая все современные технологии, те же поездки на такси, на автобусах? Ну, не успеваем же мы так сильно замерзнуть, чтобы получить те или иные травмы. Но, к сожалению, в 80% случаев примерно пострадавшие от холодовой травмы — это мужчины трудоспособного возраста. И, скорее всего, причиной этой травмы случилось состояние алкогольного опьянения. Так, на улице провели бы чуть больше времени. Да, поэтому мы призываем всех наших граждан, особенно на новогодние праздники, быть очень особенно осторожными и правильно оценивать свои силы перед тем, как пуститься в путешествие или пойти куда-то на улицу. Светлана Владимировна, а есть ли какие-то советы, как минимизировать последствия и ожога, и холодового, так скажем, холодовой травмы? Ну, в первую очередь, конечно же, быть осторожным. Что касается ожогов, прежде всего хочу сказать о детях. К сожалению, по сравнению с началом 2000-х, наверное, у нас копится статистика десятилетиями, детский травматизм резко возрос, начиная с 2008 года. Вот как раз то время, когда мы начали организовывать круглосуточные телемедицинские консультации. Степень тяжести таких травм стала намного выше. Поэтому в первую очередь я призываю родителей быть очень осторожными. Не содержать близко в доступности от ребенка это нагревательные приборы, чайники с кипящей водой или просто емкости, да, с кипящей водой где-то в первую очередь. Второе — это, если говорить про отморожение, то, конечно же, вот как я сказала, быть очень осторожным, особенно в зимнее время суток, зимний период времени, одеваться строго по сезону, даже если вы передвигаетесь на машине. Одежда должна быть многослойная. Один слой одежды желательно из натуральной ткани, широкая, то есть прослойка воздуха она обязательно должна быть. И, конечно же, особое внимание должно уделено быть нашим тоже детям. В первую очередь вы должны убедиться, что ребенок одет по сезону и всегда ли на месте варежки,
шапка. И всегда, вот даже когда ребенок идет в школу или возвращается в школу, надо контролировать, во что он одет. Мгм. Вот многие же еще, как только первые признаки, допустим, обморожения чувствуют, тот самый побелевший кончик носа, они прибегают в помещение и прикладывают горячее. Я, насколько знаю, это тоже не есть хорошо. Да, современные исследования говорят о том, что ни в коем случае нельзя растирать Мгм. пораженные участки. Можно прикладывать что-то как сухое тепло, но не сильно горячее. Шарфик. условно. Да, Ага. сухой шарфик, сухую варежку, либо полотенце сухое, например. Да? Не растирать тем более снегом, и тем более не там, погружать, допустим, отмороженные конечности в горячую воду. Мгм. Будет еще хуже. Да, будет. Светлана Владимировна, раз уж мы с вами заканчиваем, так скажем, праздничным блоком, сейчас близится Новый год, это всеми любимая пора различной пиротехники. Тоже, так скажем, опасный зверь в наших домах. Вот, начну с себя. Я, допустим, в прошлом году получил ожог от бенгальского огня, причем ожог ногтя. Как себя вести, если как-то неправильно эксплуатировал ту самую пиротехнику? Ну, тут в первую очередь надо быть поднято о том, что ожог пламенем все равно присутствует, да, при такой травме. Тут, конечно, ожог получается намного глубже. Мгм. Поэтому обязательно после того, как оказали первую помощь, это поместить пораженный участок в холодную воду, наложить какую-то повязку с каким-то раствором антисептическим, конечно же, приехать к нам, потому что только врач может оценить степень глубины поражения, особенно у маленького ребенка. Мгм. Мы работаем в круглосуточном режиме, принимаем мы пациентов без направления, поэтому можно, если вы получили в праздничный день такой ожог, в первую очередь, в любое время дня и суток можно либо приехать самим, либо вызвать скорую помощь, если состояние ваше опасает, Мгм. есть опасения по вашему состоянию. Мгм. В новогодние праздники, получается, режим работы такой же сохраняется. Да. Светлана Владимировна, в заключение давайте какой-то небольшой список, может, каких-то аптечных препаратов, которые должны быть дома у каждого, чтобы до того, как приехать к вам, минимизировать все последствия, которые, так скажем, можно получить. Ну, можно обойтись подручными средствами. Нельзя забывать о том, что золотые правила, если это ожог, поместить его под холодную воду минут 10-15. Дальше наложить повязку. Ну, то есть аптечке обязательно должен быть бинт, или можно хлопчатую бумажную ткань прогладить утюгом, наложить повязку. Обязательно, желательно мазь левомиколь. Это водорастворимая, да, левомиколь, левосин. На сегодняшний день это единственная эффективная водорастворимая мазь. Она не должна быть мазь быть жирной. Она содержит либо антибиотик, либо анестезин, обезболивающее средство. И, ну, если есть в аптечке еще раневые покрытия, это здорово, потому что они сейчас в доступе в аптеках везде. Например, там есть атравматические раневые покрытия, любые. Они могут быть и с мазями, и с антибиотиками, и с обезболивающими средствами. Но это не панацея, все равно нужно Да. обязательно обратиться к врачу, в том числе и в ожоговый центр Республиканской больницы номер 2. Светлана Владимировна, я благодарю вас за интересную беседу, благодарю вас за ту работу, которую вы делали в этом году, и обязательно продолжите в следующем, я уверен. Желаю вам и вашим коллегам спокойного Нового года, чтобы все у нас прошло без эксцессов и все меньше наших жителей страдали и от огня, и от холода. Спасибо. Спасибо вам. Это было актуальное интервью. До встречи.